Ближе к концу учебного года вопросов по разъяснению единого государственного экзамена становится больше. Разъяснение сегодня в рамках проекта «Открытое правительство» дал министр образования и науки Северной Осетии Алан Угоев. ЕГЭ стартует с 25 мая и продлится до 26 июня. Сроки в этом году сократили. Теперь у абитуриентов будет больше времени на подготовку к поступлению в вуз. Госэкзамен должны сдать свыше 6 тысяч выпускников. Стоит отметить, что в этом году математику школьники будут сдавать по двум уровням. Первый – упрощенный. Он для тех учеников, кому этот предмет в будущем не понадобится. Второй – профильный. Таким ребятам высокий балл по математике необходим при поступлении. Уже проведена досрочный этап единого государственного экзамена, в котором приняло 128 человек. При этом, перед тем, как начать досрочную волну, в рамках плана мероприятий в республике было проведено тренировочное тестирование для всех 11-классников по 5 предметам, в котором приняли самое массовое, это по русскому языку, около 5000 учеников. В целом мы констатируем, что мы подготовились и подошли более ответственно в этом году, нежели в прошлом. И надеемся, что результаты у нас будут соответствующие. Еще один важный вопрос – оплата труда учителей. Сейчас многие преподаватели недовольны своей зарплатой. Есть и такие, кто не понимает сам принцип начисления. Учителя вынуждены брать сверхурочную работу, чтобы получить стимулирующую надбавку. Министр отметил, что соответствующий фонд есть в каждой школе, и распределением средств занимается администрация района. Как он распределяется и, кто получает стимулирующий, а кто не получает, это вопрос уже внутреннего регулирования, и органы управления образования районов непосредственно компетентны контролировать этот процесс. Соответственно, при получении сигналов о неправомерности данного нарушения отдел надзора и контроля Министерства образования выходит с проверкой и уже устраняют те нарушения, которые выявляются в ходе данных мероприятий. Журналисты также спросили министра об очередях в детские сады. В республике такая проблема до сих пор существует. Алан Угоев отметил, что в этом году в дошкольные учреждения планируется устроить более 3000 детей. Это сократит очереди в несколько раз. Елена Черенкова, Заур Цеов, Осетия ТВ.